Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, құрметті парламент тыңдауына қатысушылар. Мен 6 жылдан бері атамекенді басқарып, 4-ші үкіметпен қызмет жасап отырмыз. Осындай ауыл шаруашылығын 3 айдың ішінде жан-жақты қарап, түбегейлі барлық ассоциацияны, кәсіпкерлерді шақырып, мемлекеттік органдарды шақырып, осыны зерттегендеріңізді бірінші рет көріп отырмын. Сондықтан сіздерге ризашылығымды білдіремін. Сондықтан бүгінгі жұмысымыздың жемісі болады деп білемін. Уважаемые участники слушания, и мои коллеги, которые выступали с ассоциацией, предприятия, очень много уже детальных вопросов сказали, касающихся субсидий, науки, подготовки кадров и так далее. Я постараюсь, в силу того, что мы объединяем предпринимателей, сказать обобщенно о тех проблемах, которые, на мой взгляд, с точки зрения палаты кажется. Первое. Вот здесь говорили о программах, о том, что часто меняется, это горизонты планирования. Это ключевая проблема. Мы здесь очень сильно страдаем. На моей памяти это уже 6 лет в Атамекене 3-я программа, и который раз там 40 с лишним раз меняли субсидии. Понятно, что в этих условиях сельскому предпринимателю привыкнуть тяжело. Поэтому считаю, нам надо взять, чтобы четкие у нас были горизонты планирования. Для этого нужна стратегия. Что мы хотим от сельской отрасли? Понятно, что сельская отрасль это не только экономика, а ол бәріміздің философиямызда, болмысымызда, біздің, если образно говоря, образ жизни. Поэтому сельское хозяйство – это координация многих вещей. В первую очередь, программа развития регионов. Это и социальная сфера, и подготовка кадров и так далее. Поэтому, мне кажется, стратегия мы должны определить, вот сейчас коллеги выступали, 2 вещи. Первое, что должна решить сельское хозяйство? Это продовольственная безопасность. Наверное, с этим спорить никто не будет. Но делали мы это или нет? Давайте посмотрим программу. Сейчас вот Геннадий Геннадьевич об этом четко говорил. И мы видим ситуацию, которая происходит, всякие чрезвычайные с вирусом, и что происходит. Что люди делают в паническом состоянии. Продовольственная безопасность, наверное, первая задача. Вторая – это экспортоориентированность. Наверное, исходя из этого мы должны построить свою стратегию. Теперь, как нам построить? Вот много споров. Каждый министр приходит, выбирает определенный приоритет. Есть определенный лоббизм. Честно, мои коллеги здесь выступали, ассоциация предприятий, птичник считает, что это у него самое главное. Яйца надо в экономику простых вещей, там зерновики, молочники и так далее. Как в этой ситуации ориентироваться? Денег-то на всех не хватит. Какие приоритеты расставить? На мой взгляд, есть 2 подхода. 2 подхода. Первый – это горизонтальные меры, которые должны быть для всех одинаковые. Какие? Первое – это земельные ресурсы. Независимо, какой отрасль работаешь, земельные ресурсы мы должны провести полную диагностику. Оцифровано, прозрачно, какие земли свободны, у кого, как используется, это должно быть. Второе, мы упустили в земельных ресурсах биохимический анализ. Мы не сильно понимаем качество и состояние земли, о чем сегодня многие здесь коллеги говорили, в частности, Айдарбек Ходжаназаров и Геннадий Геннадьевич. То есть это первое. Второе, какие горизонтали? Второе, доступ к кредитным ресурсам. Тоже также относится ко всем. Наверное, горизонтальным мерам нам надо больше приходить, субсидии должны решать точечные конкретные вопросы, но горизонтальные меры должны быть. Доступ к кредитным ресурсам, об этом, я думаю, что и Елена Ленина говорила. Понятно, субсидирование процентных ставок, наверное, должно стать ключевым, и нам нужно обеспечить доступ, это горизонтальная мера. Подготовка кадров, тоже, безусловно, горизонтальная общая мера. Статистика, о чем все мои коллеги говорили, актуальность, достоверность первичных данных ставит под вопрос. Все знают на прошлой неделе коллегию Минсельхоза, когда Максим Башко говорит, что мы там 500 миллионов выпускаем, статистика дает 1,5 миллиарда. Понятно, в этих условиях принимать решение, наверное, невозможно. Сейчас говорили про вывоз скота. Я знаю, что, наверное, и Аким Актюбинской области говорит, я понимаю, он защищает своих товаропроизводителей. У нас нет четкого учета. Мы не можем сказать, маточный, какую мы поголовье вывозим, о чем сейчас, по-моему, очень доступно сказал Геннадий Геннадьевич. Агронаука, агрокомпетенция. Безусловно, наверное, тоже горизонтальные меры, которые должны быть общие. По агронауке, мое видение здесь очень эмоционально, Геннадий Геннадьевич сказал, но в то же время поддерживаю. Я считаю, что пора, и думаю, что здесь у нас может новый человек пришел, активный, энергичный, разбирается, мы с ним встречались, но тем не менее вовлечение частников в управление этими хозяйствами, наверное, назревший вопрос. У нас эффективное хозяйство есть, вы сейчас видели, и вот Фарид выступал, и все хотят вкладываться в науку, бизнес сегодня готов софинансировать, считаю, этот вопрос настал. Агрокомпетенция ключевое, потому что если мы фермеров не обучим простым, понятным вещам соблюдения агротехнологий, агрокультуры, наверное, и банки, и никто там не
рентабельность не понимает, ничего вкладывать не будет. Наверное, единый аграрный налог – это тоже общая государственная мера, и сбыт продукции. То, в чем все нуждаются, то есть четко нужен ориентир, куда, что, на какие рынки можно поставлять, и государство должно эти меры оказывать. Теперь второй ряд вопросов – это специфичные меры поддержки, это субсидии, это региональная специализация. Здесь хотел бы сказать, что, наверное, это лизинг техники, о чем говорили, это инвест-субсидии, это пестициды, гербициды, это вопросы, наверное, регионального зонирования и специализация, и отраслевые особенности в каждом. Где-то надо корма, вот сейчас Пищенко говорили. Да, четкий нужен анализ. Если мы так разложим, у нас более-менее подходы, картина будет понятна, что нужно делать. И последнее, завершая, хотел бы сказать. Вот много споров. У нас страна большая, разные подходы. Сейчас мы слышали, много эффективных хозяйств выступали здесь. Но я вот тот такой позитивный задел, который Геннадий Геннадьевич сказал, не совсем разделяю. Если честно посмотреть экономику 190 тысяч фермерских хозяйств, наверное, таких как Зенченко, там, Волжагра, мы не так много насчитаем. Давайте честно себе скажем. Тогда вопрос. Размеры и формы хозяйствования. В каких регионах, в какой форме эффективно хозяйствовать. Я полностью соглашусь с Геннадием Геннадьевичем. И вот сейчас итоги Геннадий Геннадьевич сказал. Что-то пошло, что-то не пошло. Наверное, нам так принимать решения и закапывать государственные деньги неправильно. Поэтому считаю, что, наверное, вот по этим формам у нас успешное хозяйство есть. Я считаю, что это не исключение, такие как Зенченко, Волжагра, то, что вот Фарид говорил. Я знаю компанию ТНК здесь, Агро. Многие депутаты бывают на местах, хорошо знают своих. Наверное, эти формы успешно надо взять и посмотреть, как их масштабировать, их опыт изучить и, наверное, ставку делать на эффективных. Ну и самое главное, субсидирование. Считаем, может быть, не сразу. Нам нужно агрокомпетенцию фермеров обучать. Сразу сейчас отрезать им, сказать, если ты не соблюдаешь современную агротехнологию, агрокультуру, мы тебе не будем давать субсидии. Наверное, это будет очень жесткий вариант. Параллельно предлагая, обучая, создавая центры агрокомпетенции. И более того, такие компании сами готовы. Если государство будет им помогать субсидировать, вы помните, в свое время хорошие учхозы были, где можно было обучать фермеров. Я вот в частности говорил с Айдарбеком, он готов у себя фермеров в Костанайской области. Саура говорит, я тоже самое вокруг себя готов обучать, потому что сам заинтересован, чтобы у них не было никаких сорняков и успешно они хозяйствовали. Ну и вот эти формы, наверное, дадут более-менее понимание, как нам быть. Ну и самое последнее, вот когда мы будем говорить о формах, я вот здесь чуть-чуть, может, крамольную вещь скажу, много над этим думаю. Біз ауылды қалай көтереміз? Енді әкімдерді тәрбиелейік, оларға KPI қояйық, бағдарлама жазайық, ауылдың әкімі бар, ауданның әкімі бар, 9-ға жуық ауылымыз бар. Меніңше, әр 160 ауданда бір немесе 2-3 экономический оператор қойсақ, оған заңды жолын тапсақ, солар көтереді ауылды. Мен соған сенімім бар, ондай хозяйстволар бізде бар. Сондықтан біздің жұмысымыз жемісті болсын. Сіздерге тағы да үлкен ризашылығымды айтамын. Осындай көңіл бөліп осындай мәселені көтеріп отқаныңызға рахмет назарларыңызға.